Урметли мусафирлерimiz bir dakikadan değil Lila Hanım. Demek emrini kabul etemiz ve bir dakikadan biz şimdi tedbirimizni başlayacağız. Yerlerinizge yerleşiniz lütfen. Selamun aleyküm hürmetli musafirler, hoş geldiniz. Bugün sizlerni Kennedy Musafirchen Alem Etno restoranında görgenimizge pek memnunmuz, pek kuvanamız. Hoş geldiniz. Bugün gerçekten de güzel bir sebep. Bizlerle beraberlikte acayip ve gerçekten de biz sizni can yürekten sevemiz. Dülber istidatlı Kur'an'da Eldar Bey ve Alime Hanım Gusenovlar. Ve Eldar Bey'ni biz bilemiz ki o dizayner, ressam, keramist ve örnekçi, örnek ustası. Alime Hanım ise Ananevi Kırım Tatarı nağışının büyük ustası. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Her şey çok güzel. Ve tedbir devamında sizler de utanmayıp, çekinmeyip, öz meraklandırgan sorularınızı seslendirebilirsiniz. Bizni ise online şeklinde seyretken seyircilerimizge de teşekkürler bildiremiz, sıcak selamlarımızı yollayımız ve adet üzere biz Ananevi levhani takdim etmeye istedik. Keliniz baştan Eldar Bey hakkında bir kiçkine levhani seyreteyik. Основной источник вдохновения, что тебе нужно сделать Крым вот, крымско-татарским. А как его сделать крымско-татарским? Нашей архитектурой, языком, культурой, искусством. А по-другому никак не сделаешь. Можно много говорить, но это ничего не даст. Нужно, чтобы предметно человек, когда приезжал, он видел, куда он приезжает. Когда он заходит в интерьер, чтобы он понимал, что этот интерьер отличается от любого другого. Когда появляется глина, все, ты просто уходишь, ну не знаю, в транс какой-то. В этот момент я вообще не понимаю, что происходит. Я просто как одно целое с глины, с кругом. Если раньше у меня было понятие, что нужно работать там с утра до вечера, ты не можешь каждое изделие делать настолько качественно. Если ты садишься на поток, это становится потоковым. Когда ты делаешь искусство, тогда ты не смотришь на количество изделий, ты смотришь на качество.
с детства была тяга постоянно что-то рисовать. С цветом никогда не работал в детстве. И как-то я его, наверное, не чувствовал как положено. Мне проще было все рисовать простым карандашом. И куда бы я ни ходил, я всегда там рисовал. К нам гости приходили, я каждого из гостей рисовал. У меня была тяга именно к портрету. И мне казалось, что в будущем я буду портретистом. У меня, наверное, в генах это. У меня мой дедушка художник, Мустафа. Вот. Дядя художник, это его сын. У меня задача стояла передать характер. Вот основная задача. Даже когда я рисовал портреты, я начинал с глаз. У меня не было никакой грамоты изобразительной, как правильно, с чего начинать, что от общего к частному. Я начинал с глаз. Если глаза были похожи, то все, я был уже рад, и все остальное автоматически у меня дорисовывалось. Было много заказов, все заказы я рисовал бесплатно, просто отдавал людям. Вот что такое крымско-татарское искусство, не было даже понятия такого. Вот, уже приехав сюда, обучаясь в институте, мой преподаватель Сычев Владимир Васильевич, он каждому из нас, у нас была многонациональная группа, там армяне были, русские, украинцы, и я крымский татарин. Вот каждый из нас, он как бы призывал каждого из нас изучать именно родные корни. Я познакомился с Мамутага Чурло. Догнал его, я говорю: вы Мамутага Чурло? Он говорит: да, я что хотел. Я говорю: хотел познакомиться с вами, пообщаться на тему народного искусства. Он заходит в маршрутку. Я говорю: хоть номер телефона, говорю, дайте мне. Он говорит: записывай, говорит. Записать некуда, мобилки с собой нету, вся одежда осталась в библиотеке. И маршрутка вся ждет. Я беру палочку, оглянулся, смотрю, дерево рядом растет, а внизу глина как бы. Я беру палочку, я говорю: диктуйте. Он диктует номер, вся маршрутка ждет, я записываю номер телефона сразу на этой земле. После того, как мы уже встретились у Мамутага дома, у него в мастерской, он мне показал фотографии орнаментов наших вышивок, чему я был просто удивлен, что они настолько классные, настолько разнообразные и с такой смысловой нагрузкой. Это просто меня поразило. Я даже постыдился попросить у него там записать это все себе на флешку. Я понимал, насколько это, какое богатство. Я думал, что даже спросить как бы не очень удобно. Там я уже ближе познакомился с Рустемом Скибиным. Я до пятницы учился в институте. В пятницу вечером я ехал к Рустему, оставался там с ночевкой, и в субботу мы ехали в Бахчисарай. Это были, наверное, самые такие фантастические, творческие дни. Обстановку передать просто невозможно, насколько там было здорово. Сам Бахчисарай вообще. Я туда после Симферополя, когда попал, я точно понял, что это рай. Это было просто удивительная атмосфера. Там были курсы керамики, где преподавал Абдюль с Рустемом. Я напросился к Лютфи Ага, попросил его, можно ли жить у него двухэтажный дом, там прямо рядом с мастерской. Он с удовольствием дал положительный ответ. Я там в течение 5 лет, я уже там жил. Вместе с Лютфи Ага мы начали это обучение, он также присоединился к обучению. Мы вместе жили, учились, развивались, делились опытом. И я уже понимал, что я не буду идти никаким другим путем, я буду только керамистом. И заниматься этим буду профессионально. Но это мое, это такая свобода, это творчество, словами не передать, это нужно просто прожить этот момент. Когда только переехал народ, ему было совершенно не до искусства, каждый думал, как быстрее построиться, остепениться и жить, как прокормить себя. Сейчас, Аллах ашкур, уже наш народ встал на ноги, и у него есть возможность
приобщаться к искусству, приобретать искусство, коллекционировать его, вот, сохранять и даже заниматься искусством. Уже люди находят время на то, чтобы можно было приехать на мастер-класс, там, поучиться. Я вообще к деньгам не отношусь так, что разбогатеть, там, чтобы у меня было все самое лучшее. Мне кажется, больше необходимо оставить о себе имя, оставить народу те артефакты, которых на сегодняшний день мы не видим. И у каждого крымского татарина, если будет в интерьере хотя бы, если он даже не будет пользоваться, то это уже обогащает нас и, ну, и делает нас народом. Причем народ, у которого все на своем месте, который не ущербный. Семья, да, семья — это такая интересная штука. Но мне повезло, что моя супруга так же как бы в искусстве, как и я. И это нас обогащает. Наши дети растут, они видят, чем мы занимаемся. И волей-неволей они уже тоже садятся рисовать, садятся лепить, там, гончарить. Вот. Я думаю, это очень интересно, но, к сожалению, я не могу этим процессом руководить. Он может вообще уйти в другую профессию. Помимо искусства, цветы сажаю, музыкой занимаюсь, рисую на бумаге. Сейчас это редко, конечно, но тем не менее. Вот. Очень меня интересует вот огород, сад. Я очень люблю это. Я люблю прививать там на деревья другие сорта, там, на грушу, там, другой сорт груши. Ну, меня это радует. Различные цветы сажаю. Мне интересно, как оно все там раскрывается, растет. Это же здорово. И это также является источником вдохновения, когда ты видишь, ну, как вообще Бог такое разнообразие всего для людей очень подарил. У нас уже накапливается определенный фонд, уже музейный. Мы сказали, что у нас вот есть определенный старт на то, что мы хотим создать музей. И люди с радостью дарят нам изделия, вот, как старинные, так и современные. Как бы. Вот. И тихо-тихо это все позволит тому, что крымских татар не будут знать поверхностно, а будут глубже понимать вообще суть их обычаев, традиций, культуры. Это необходимо делать. Чем больше будет таких как бы музеев, тем лучше, чем больше будет таких мест, где человек может отдохнуть, приобщиться вообще к тому, что делает мастер, и еще если он при этом будет видеть, какое было, например, до, какое сейчас искусство, ну это очень здорово. Машалла Эльдарби, асында бу материал учила велси чыккан эди, ve siz анда музей акында айтасыңыз. Бу 3 жыл девамында музей иши не oldu? Ачылдымы музей? Я да девам этеми ишлер? Да, açılmadı ama ой. О, машалла. Мүмкін olsa rus тіліне keçeyim, çünkü мен бек heyecanlanам. Çok sağ olunuz. Келгеніңіз үшін, сайғылы достар, Ожам. Мне очень приятно всех вас видеть. Неожиданно, но очень приятно. Вот, относительно музей потихонечку, мы даже, был период, я начинал, когда стройку мастерской, и параллельно с мастерской я к дому пристраивал большую комнату. Вот она какой-то период даже была в виде музея, и там же я проводил мастер-классы. Люди приходили, я приобщал, объяснял, что за вышивки, в каких веках создавались, какие мастера, какие орнаменты, что они обозначают. Вот. Керамика. Мне Лютфиага Усманов подарил целую коллекцию керамики, которую он сам собирал несколько лет. Но вот он по доброте своей решил подарить, говорит, пусть это будет вот в твой музей. Вот Эльмира Абибулаева подарила очень много изделий. Ну, потихоньку набирается изделия, и пока мы не открываем, бережем эти изделия, они будут накапливаться.
У меня Аллах сметете, вот хочу в этом году завершить строительство мастерской. Это отдельная мастерская, где я смогу уже работать не просто в комнате, как сейчас в общей комнате, а это будет отдельная мастерская, там будет отдельная комната для Алиме. Она там тоже будет более свободно себя ощущать и отделяться от дома. Это очень важно, чтобы никто не беспокоил, чтобы мы пошли работать и занимались только своей профессиональной деятельностью. Вот там же, я думаю, будет и у меня работа, она гончарка, у меня нет производства, там чисто. И я думаю, что там же при мастерской будет этот музей. Демек, устахане ве музей бірлешечек. Машалла. Иншалла, оны да көрерміз яқын келечекте. Ве сіздің яныңызда Назик Дүлберден Дүлбер Алиме ханым отыра. Алиме ханым ананеви Қырым татар нағышының ұстасы. Ве келіңіз Алиме ханым ақында да бір левханы сейретейік. Впервые я познакомилась с крымско-татарским орнаментом, с вышивкой в Бахчисарае на выставке декоративно-прикладного искусства выпускниц молодежного центра «Арслан». Увидев красоту и изящество этих вышитых изделий, я тут же записалась на эти курсы. Меня просто поразила эта многогранность и техника вышивки, и цветовая гамма, и золото. Там было очень много золота, золотых изделий. По образованию я инженер-технолог, но я не работала ни одного дня по своей специальности. У меня был свой магазин женской одежды. Я работала там, и, познакомившись с орнаментами крымско-татарской культуры, я начала рисовать. Началось все с рисования. Первое мое изделие было куранкап. Это был мой первый куранкап. Я вышивала его как дипломная работа по окончанию курсов вышивки. Там нас обучили выстраивать древо, пожелания будущей семье, каким ты видишь свою семью. Вот таким образом я вышила куранкап. И со временем, выставив его в социальные сети, там мы познакомились с моим будущим супругом. Я выставила свое изделие, он начал комментировать. Естественно, там есть какие-то недочеты, так как это мое первое изделие. Завязалась переписка, общение. В общем, так мы познакомились. Я начала обучаться орнаментам. Мне это было очень интересно. Мы лепили чебуреки, на них рисовали орнаменты, обжигали их. Весь этот процесс меня очень увлекал. Так общение заходило все глубже и глубже. Таким образом, мы поженились в 2013 году. В 2014 году у нас родился сын Эдем. Далее, уже через 4 года, в 2018 году родилась дочь Найли. На этом куранкапе я обозначила чашу, это дом. Дом стоит на земле, но земля на корабле. А корабль — это возле моря, вода. Там был мальчик и девочка. В общем, все это осуществилось. Каким-то, может быть, это совпадение, но это сбылось. Это на самом деле еще больше сближает. Кажется, что невозможно находиться целый день рядом, постоянно вместе, но на самом деле это сближает. И получаешь очень ценные советы. Первым, кто увидел новое изделие, является муж. Мне это очень помогает. Главный зритель, естественно, супруг. Я сама критик, сама отношусь очень критично к своим изделиям. Если не нравится, я не продолжаю это. Могу заново начать или переделать. Потом, естественно, спрашиваю совета и взгляда мужа. К вышивке надо подходить обязательно в хорошем настроении, потому что, вышивая,
делая работу вручную, ты оставляешь там свою частичку души. Это должно быть обязательно позитивный посыл. И это меня успокаивает на самом деле. Я могла бы вышивать с утра до вечера, но просто есть другие обязанности по дому. Я вышиваю в основном традиционные изделия, стараюсь не отходить от основной традиции крымско-татарской. Очень люблю старинные изделия и изучаю именно старинный орнамент. И слава Богу, что он сохранился в музеях, в частных коллекциях. И у нас есть возможность посмотреть, сфотографировать, даже потрогать. Я много делала копий изделий. Это в основном элементы крымско-татарского костюма. Это фески, ен-капаклар, учкуры, мужской свадебный пояс, платочки, едек, марама, шербинты. Вот таким образом. Конечно, в мечтах есть осуществить, полностью воссоздать крымско-татарский костюм, женский, мужской и детский. Это куранкапы. В основном орнаменты строились как древо. Читается орнамент по одной стороне. Здесь вот треугольник дувалык, чаша – это дом, тюльпаны – это мальчик, бадем – девочка, роза – женщина. Вот таким образом составлялся орнамент, что пожелание благополучия для этой семьи. Мелкие элементы – это берекет. Мне очень нравится, что я являюсь маленькой частичкой возрождения нашей крымско-татарской культуры, именно этого направления. Вот это, наверное, вдохновляет больше всего. Алиме Гусенова, сайгыл достар, мына сіз айтасыңыз, изатлар язып башлады, Фейсбукта, я кайда комментировать. Это была критика, Эльдарбей, или такой повод познакомиться с Алиме ханом? И что это за изделие познакомиться было? я даже не надеялся, но думаю, если немножко подскажу, будет хорошо. Тем более мы жили там недалеко, она чуть выше, в 6-м микрорайоне, а я пониже. Как раз там были курсы для ювелиров, для вышивальщиц и для гончаров. Почему бы не прийти, поделиться опытом, может, она чему-то меня научит. Я ее, вот и научились. Да, и прекрасный итог, вот я вижу Наиле ханым кичкене нағышчы, нағышлаймы енді бір шейлерні, я да. Ве эдеме? Машалла, ана бабаларыңызды ғалба софра башында. Мен анам, Лиляда. Бабам обыр тарафта. Хош келдіңіз. Асылда бүгін... Ана бабам отыр, Алғышлар. Базер бабам, ребят. Хош келдіңіз. Асылда бүгін бұл салонда сіздің зенаддашларыңыз, достарыңыз, сой-сопларыңыз, бұлыналар. Ве ұнытмаңыз, сізлерді суалеріңізні сеслендіре білесіңіз, чек-инменіз, можно задавать вопросы сегодня. Асылында мына Алиме ханым, сіздің ишлеріңізге бақы бірден аңламақ мүмкін. Бұл Алиме Гусенованың ишлері. Это вот ваш особый почерк. Вы его как-то годами нарабатывали, либо это сразу к вам пришло? Нет, конечно, не сразу. Я делала много копий старинных работ. И, видимо, с опытом, и, наверное, это и характер, вот это все откладывается, и получается какая-то работа. Мне очень приятно, что нравится людям, и уже есть свой почерк, да. Әбет, бірден танымақ мүмкін сіздің ішлеріңізні. Асылда, Эльдарбей, мұна білеміз ки урбаларда насыл нағышлар ве нені о білдіре. Ячанақларда ве урбаларда олған нағышлар, олар фарқлылар ма, я да олар бір? У нас традиционная керамика, наверное, золотоордынского периода. Я ее глубоко не изучал. Мы начали изучение, вернее, Рустем Скибин, он первый начал изучать глубоко керамику, какие бывают разновидности, для чего применялись. И я, будучи его учеником, тоже эти знания у него, значит, обучался этим знаниям. И у нас больше, наверное,
мы делаем более прикладные вещи, которые люди применяли в быту. Вот. Но затем, после того, как уже Мамут ага обучил нас орнаменту, смысловой нагрузки, мы сегодня применяем орнаменты вышивки на поверхности керамики. Мы закладываем определенный смысл. Многие люди, например, говорят, хочу видеть герб своей семьи, ну, это будем так называть, вот, на блюде. И очень много таких заказов, где я выполняю уже в зависимости от характера людей, от возрастных категорий, вот такие интересные композиции. И это очень нравится людям, потому что это не просто какие-то рисунки, а это смысловая нагрузка. Это для них уже ценность, это не просто вот красивая картинка. У нас очень много орнаментов разных, и их множество. Есть какой-то самый важный или, может быть, самый ваш любимый? Какой-то многозначащий какой-нибудь? Ну, самый важный орнамент, который больше всего применяется, это женский знак. Вот он больше всего вышивки. Ну, мне, конечно, нравится тюльпан. Это мужской знак. Вот сельви, вот мужские знаки. Вообще хорошо, когда они взаимодействуют, гармонируют друг с другом. Тогда это, ну, и по-честному, и красиво. Одни женские знаки не очень хорошо, так же, как и только мужские. Мына Алиме ханым, сіз левхада айттыңыз ки evlenmezden evvel сіз анда гүл япқансыңыз, анда яғни өзіңіздің бақытыңызны, яғни қорантаңызны, яшайышыңызны насыл көресіңіз. Яғни сіз böyle can yürekten inanasыңыз, örnekler gerçekten de çalışa ve sen ne istesen, neni nağışlasan, o gerçekten de өмірге keçe. O zamanda мен sevimli hocam Zarima Hanım Mustafaeva бізге өрнектен башлап өгіретті. Насыл құрмаға өрнеклерін біз Эльдар Гусеновтың ве Рустемскийдің өрнеклерінден оларын алып esas нетіп, оларынан нағышлай едік. Анауле Или башландырышты менің. Ну, когда, я думаю, наверное, когда вышивает человек, он начинает, вот как люди верят в свою мечту. И чем больше ты веришь и стремишься к тому, чтобы достичь завершения как бы процесса, который ведет к твоей мечте, я думаю, это один из процессов, когда ты вкладываешь энергию. Кроме этого, если ты будешь просто вышивать и думать, чтобы у меня появилась семья, она не появится. Нужно делать какие-то шаги для этого. А это способствует тому, чтобы зародилась энергетика. Это очень важно. Ну, так же, как и во всем. Любая линия, она имеет свою энергию, любая точка. А здесь в виде орнаментов это еще большая энергетика. Я думаю, это важный момент — сфокусироваться. Когда ты фокусируешься на чем-то, тогда тебе проще достигать этого. И это один из видов фокусировки такой. Егер де мына фольклор йырларына алсақ, базы фольклорчылар мына оларны деңіштірмеге рұқсат бермейлер, разы олмайлар. Я нағыш санатында нағышчылар, өрнекчілер яңы шейлеріні қошсалар мүмкін му, яда ясақ ма? Но для того, чтобы делать свои авторские орнаменты, нужно очень глубоко изучить те орнаменты, которые наши бабушки, прабабушки вышивали, потому что их рисовали профессиональные художники, орнаменталисты. Они понимали, что они делают, и очень глубоко изучали. Когда, если помните, был период, наверное, 2008 годы, как я помню, 2009, люди начинали в большом количестве придумывать орнаменты, свои, причем берут с интернета, откуда-то. Я думаю, это связано с тем, что у них знаний об орнаменте не было, а технически вышивать они умели. И им казалось, если какой-то орнамент какой-то блестит, то это уже красиво. Но вот благодаря Мамут ага Чурлу он проводил мощные лекции, семинары, где он собирал ведущих вышивальщиц, обучал их, и это способствовало тому, что очень резко менялся уровень вышивальщиц, и они начинали делать профессиональные вещи, где не нужно было изначально придумывать орнамент, его нужно было просто грамотно скопировать, расположить и вышить старинный орнамент. Я думаю, наша задача главная состоит в том, чтобы все те орнаменты, которые у нас есть в наличии, вот мы с Мамут ага ездили в Москву, там около 400 орнаментов старинных. Если их, например,
возродить, я имею в виду вышить, чтобы у нас были эти орнаменты, как будто они никуда и не исчезали. Так только после этого мы могли бы придумывать. Но те художники, вот наше творческое объединение, мы профессионально этим занимаемся, очень много рисуем, изучаем, и мы уже можем на основе всей этой пройденной работы придумывать свои орнаменты. Они также являются грамотными, их можно спокойно вышивать, переносить на любые поверхности, и от этого они ценности не теряют свои, потому что они выполнены грамотно. Раньше были много вышивальщиц, но профессиональных художников, которые рисовали, их были единицы. И в основном они рисовали рисунки, а вышивальщицы вышивали их. Вот вы говорите около 400 орнаментов. Да. Это крымско-татарских. А Крымско-татарских. на сегодняшний день сколько из них мы уже восстановили? Я не знаю. Больше Мамутага Мамутага скажет по этой теме. Никто не считал. Ну, половина хотя бы. Мгм. Музей в историческом. Это только часть из 1000 орнаментов, которые собрала Александра Михайловна Петрова в Феодосии в начале 20 века. Она была это очень образованная женщина, она увлечена была орнаментом, и она собрала больше 1000 орнаментов только в Старокрымском районе, в одном районе только. И вот эта вся ее коллекция, она поступила в исторический музей. Мне удалось ее найти просто, ее следы. И мы с Ильдаром, когда была в 2013 году выставка Хайдарма в Музее Востока, вот, я там поставил условие, чтобы мы приедем, если нам устроят встречу с хранителями фондов исторического музея, что они нам покажут эти орнаменты. Они нам принесли 3 папки по 100 экземпляров. Больше не стали показывать. Там они сказали, что 450 есть, но нам открыли. Но это невероятное богатство. Нам удалось это зарисовать с Эльдаром. И это даже вот эти вот, из этих 100 мы сделали отбор, из этих 300 мы сделали отбор. Это невероятное богатство, которое можно еще изучать, использовать. Потому что, вот как Эльдар говорит, у нас же были в каждом селе в городе профессиональные рисовальщицы накаш, которые от своих бабушек, мам получали это ремесло. И они обслуживали все село. Потому что такие сложные орнаменты, представить себе, что девушка перед свадьбой там взяла, нарисовала, или ее мама нарисовала, это невозможно. Это орнаменты по всем законам композиции созданные, они имеют огромную художественную ценность, и они могли быть только у профессионалов. Так же, как у нас были профессиональные музыканты, которые играли на свадьбах, профессиональные масалджи, которые знали фольклор, устный фольклор. Все это было в головах людей. Это не записывалось, это нигде не хранилось, кроме как в голове. Сау болыңыз, Мамут аға. Асылда мына эски эшяларға баққанда, анда саделік дуюла. Они настолько благородны и просты. Вот бүгінгі күнде бақам, пек чоқ бойле парлақ ренклер, парлақ нағышлар. Сіз бұна уста оларақ насыл бақасыңыз? Бұл doğru му? Ну, это определенный этап. Добро я да добро дегель, это человек сам видит. Его цвет необходимо чувствовать. Его невозможно заставить нарисовать вот так. Он должен понять, он должен пройти эти этапы. Так же, как мы в школе проходим этапы, то же самое и с художниками. Они должны пройти через этапы. И они, если они почувствуют, они придут к тому, к чему необходимо прийти. А так сказать, сделай цвет, убавь звук цвета, ну, сложно. Где-то, наоборот, хорошо, яркие пятна, а где-то нужно знать, где и что применять. Это какой-то художественный вкус у тебя должен быть? Да, обязательно, обязательно. А без вкуса как ты сделаешь вкусно? Это невозможно сделать. Алимехану. Еще хотела бы добавить, что сейчас уже нет тех материалов, которые использовали в XIX-XVIII веке. Мы находим какое-то подобие, очень сложно их достать. Я, например, материалы для себя нахожу часто в Турции, в Стамбуле. Ну, здесь их просто нету. Возможно, поэтому тоже отличается вышивка современная от старинной. По цветам были разные. Был ли у нас какой-то, я не знаю,
стандарт в старину, что вот цвета должны, потому что мы же видим, они постельные, они очень нежные. Был ли какой-то, вот как был стандарт композиции, был ли какой-то стандарт по цветам, по ниткам? Цвета много не было в XIX веке, а в начале XX уже появились нитки с химическим окрашиванием, и поэтому они стали ярче немного. И нитки красились натуральным способом, с Да, помощью раньше- растений. Они просто не могли быть очень яркими. Ну, Раньше, да. Раньше. Поэтому они имели вот такие не сильно яркие были, приятные глазу. Сейчас приятное тоже, глазу. да, вот Да, маму а тоже. Да, да. Это уже, наверное, да. Мама тоже обеспечивает нас всегда с нитками. Да. Көзлерге хош были. Эмде вот сады көріне, Этот ама орнамент с тюльпанами, он как раз взят с того музея исторического с Москвы. Мне он очень понравился. бұл татар ішлеме. Bu tatar işlemi, iki taraflama. Асылда татар ішлеме тек Қырым татарларда бар. Evet. Уникаль бір. Мамут Hoca айтқаны кебек, бұл уникаль бір техника, тек Қырым татарларда бар. Башқа миллетлерде ол, біз білмейміз, көрмедік. Алтын нағыш ер кезде бар. Алтын нағыш, золотое шитье. Двусторонняя есть, но она отличается. Двустороннее. В конце 18 века она была очень схожа с турецкой вышивкой. Там до сих пор вышивают тоже двухстороннюю. Вот. И там суть была в том, что какие-то элементы были металлической вышиты нитью, там золотом, серебром, реже. А цветовые плоскости были в одной технике всего – йол-ипша-ширма. А уже ближе к концу XIX века, когда появились много золотых ниток в Российской империи, кстати, эти нитки выпускал завод, которым хозяином был Станиславский, такой будущий режиссер. Да. И мы видим большое количество изделий, которые выполнены только золотой. Тут шкуры, там цвета совсем немного. А особенность золотой вышивки, вот они здесь все находятся, вы можете сами увидеть. Дело в том, что если это пятно большое делать все одинаково, то будет скучно. И они стали делать разные фактуры. Как в золотом шитье, это такой закон. Как мотив какой повторяется, он в другой фактуре, чтобы он отличался немного от другого. И вот этот прием, он перешел в цветное шитье, которое называется татаро-шлеме. И там около 60 различных швов, которые описала Полина Яковлевна Шевчепурина еще до войны в своей работе, значит, орнаментальное шитье Крыма. И к концу XIX века это стала совершенно уникальная такая вот технология, отличающаяся от турецкой кардинально практически. Сау болыңыз Мамут аға, урметтли мусафирлер, белки сізде де суаллер бардыр. Бере білесіңіз, тек мен көрейім де микрофонны сізге берейік. Мына Элдар бей, сіз айттыңыз, кепек чоқ четел мемлекетлерде сіз оласыңыз. Мына Бакуда, yanlışmasam yakında, galiba siz анда Галибе қазандыңыз. Асылында мына четел мемлекетлерде біріншіден сіз, яғни мен Қырым татарым, сізні Қырым татар оларақ тақдим еткенлеріні әр вақыт талап етесіңіз ме? Ве асылда четел мемлекетлерде біздің эшяларымызны насыл қабыл етелер? Ну, у нас вот впервые, когда позвали совместно с Алиме в Турцию, это была большая ярмарка, выставка, фестиваль. Вот мы там вдвоем сделали экспозицию, Алиме вышивку выставила, я выставил керамику. И организаторам, вот именно наша, я не знаю почему, очень понравилось. Они познакомились с другими организаторами, которые еще больше, еще выше уровень. И вот Ирсика называется, как это, не компания,
организация. Вот, они очень были удивлены, очень были восхищены именно нашими изделиями. После этого они приглашали просто ежегодно. Со мной связывался организатор главный. Я полностью всю информацию по нашим мастерам ему выслал. Он проводил отбор, кого куда можно, на какие фестивали звать. И я как бы курировал этот момент. Они организовывают фестивали по всем мусульманским странам мира. Вот, даже до этого вот в Омане было, я не смог поехать, тогда Рустем и Хатидже ездили, Эльвира Усманова. Там было очень долго, там 30 дней надо было просто. Плюс еще потом им 10 дней, это 40 дней, ну, это очень сложно. Вот, в 2013 году нас пригласили с Алиме в Иран. Алиме тогда была... 14-й такой, да? Это был? да. Нет, это был 17-й год, когда в Иран 17-й, пригласили. да? Вот, Алиме не смогла поехать. Я говорю, надо предложить Мамутага Чурлу. И я ему написал. Ну, поездка в Иран для меня это как-то было очень страшновато даже чуть-чуть. Я думаю, как туда лететь? Я думал, с Мамутага сейчас мы поедем. Было весело, радостно. Мамутага с удовольствием согласился. Высылают нам билеты, а там я отдельно лечу первый, Мамутага отдельно второй. И мы по отдельности, хорошо хоть до Киева вместе доехали. Вот, а так по отдельности мы приехали, нас очень хорошо, тепло там встретили. И после этого уже нас пригласили, ну, меня тогда по керамике, по-моему, был фестиваль, меня международный тоже, 35 стран мира принимало участие. Меня пригласили уже в Баку, вот, в Азербайджан. Я там занял тоже второе место. Должен был первое занять, но они там как-то поделили и сказали второе и третье, только есть первого, второго нету. Надо было никого не обидеть. Вот. И начались события в связи с коронавирусом. После этого прекратились все эти поездки в зарубежные страны. Сейчас ждем, когда все нормализуется, и можно будет дальше представлять миру наши изделия, знакомить мир с крымскими татарами, с их культурой и изделиями. Они очень высоко оценивают. Вот я по керамике получал второе место в Иране, и этот организатор, я прям видел его восхищенное лицо, он ходил и даже жюри говорил, посмотрите, какая керамика. И там как раз приз давали за инновации в искусстве, какие-то новшества. Вот раньше так не гравировали, и стиль этот гравировки, он выработался потихоньку. Тогда Ирина Тесленко, она первая гравировала изделие на абдюлевской керамике, но это было линейное, а мне вот не хватало пятна. Я думаю, почему бы не сделать швы на керамике, и тогда это как бы образуется в пятно, будет плотнее. Изобразить швы с помощью техники гравировки. И я начал делать, думаю, интересно вроде смотрится. Мамутага сразу сказал, интересно. Мы поехали в Киев на фестиваль, и там какой-то искусствовед подошел, говорит, так, говорит, не делалось на керамике, надо, чтобы одна линия толще была, вторая тоньше. Я понимал, что он говорит, я знаком с этой техникой, но это зато свое, как бы авторский стиль. Через 2 года, когда я приехал, он говорит, классная керамика, на ту же самую работу, я имею в виду на ту же самую технику, ему уже понравилось. То есть он не был готов к непривычному какому-то, чему-то новому, но потом он тоже понял, что это красиво и интересно. Вот. И вот так оно прижилось, сейчас очень хорошо как бы воплощается уже в жизнь эта техника. Бүгінгі күнімізде әрбір эшья келдімі? Яғни есть какие-то еще неизвестные, какие-то, может быть, бытовые какие-то предметы? Я думаю, конечно, есть. И каждый раз, будучи в разных музеях, ты встречаешь что-то новое. Очень много было утеряно. И исходя из того, что сложно найти, и надо просто кусочки какие-то находишь и пытаешься понять, какое это было изделие. Вот только по одному венчику можно понять размер всего изделия. Вот. И все, что я вижу, я это обязательно фотографирую. Мне хорошую коллекцию изделий Рустем Скибин подарил, скинул фотографии. И я стараюсь каждое новое изделие, его обязательно повторить форму. Это будет уже в современном таком исполнении, но тем не менее важна форма.
Это очень важный момент, потому что каждая форма, она применялась для определенных целей. Для набирания воды, для разлива, для хранения там, сыпучих, для хранения, для заквашивания каких-то вещей, для засолки мяса, ну и так далее. То есть каждый сосуд, он был для чего-то. Сегодня мы понимаем, что нет необходимости использовать где-то именно керамику, нам проще там в банке какой-то использовать. Но есть любители, которые говорят, нет, мы будем пить чай только из чайника, вот именно керамического. У керамики есть свойство, она впитывает, это природный абсорбент, она впитывает из воды известняк и соли. И если не мыть этот чайник, то можно увидеть, как на поверхности образуются сталактиты даже такие. Это можно спокойно пить воду, и вот из таких сосудов они очищаются естественным путем. Не надо никаких фильтров покупать, только сверху протираешь его. Алиме ханым, сізді тек бойлы сауыттыр, евде? Мен тек себем куланам өзімді бет. Тек бойлы сауыт. Бір қачтане қалды. Тек Вот это. тек дегіл, ама мен Вот сегодня на выставку я попросил, у меня дома нет посуды моей, я попросил от Марлена Муслидинова, чтобы он мне дал хотя бы несколько изделий, чтобы я мог Саголсон, он в хорошую коллекцию вот приобрел. Я, наверное, больше радуюсь, чем он. Эбет, асылда Марлен ағамызға машалла. Мына чоқтан-чоқ қоранталарға егер барсақ, көреміз. Анда бір сауытмы, 2 сауытмы, яды нағышланған бір шеймі ола. Бүгінгі күнде емеліктен айта білеміз, мына Қырым татарларының нағышлы, Қырым татар милли эшялар енді бір қорантаға киріп башлай. Яда да біз етмедік мы бұна. Аллаха шүкір, бүгін адамлар, родной язык прям выходит из меня. Но я полноценно не знаю, из-за этого не хочу, чтобы были какие-то искажения. На сегодняшний день люди уже более осознанно относятся к изделиям, к форме даже. Если раньше просто керамика, керамика и керамика, то сегодня они понимают, что это традиционная форма. Благодаря чему? Благодаря тому, что вот Мамутага Саголсын, он каждый год, в год несколько раз организовывает выставки. Вот где есть возможность, он там и собирает нас, выставляет. Это все воспитывает зрителя, это все помогает зрителю чувствовать и знать, где настоящее искусство, а где просто подделка, литье. На сегодняшний день очень много в магазинах продается керамика, которая сделана, вот славянская керамика, да, ее очень много, она дешевая, но она не имеет для нашего народа ценности. А как ее отличить? Ее отличить не так просто. Вот почему мы и организовываем выставки, чтобы люди понимали, какая она была, чтобы можно было подойти, потрогать. Очень много людей приезжают сейчас на мастер-классы. Я там провожу отдельные вот такие обучающие мастер-классы не только по тому, как изготовить изделия, но и показываю и объясняю, в чем разница. И когда человек понимает, уже ему другую не подсунешь просто изделие. Он уже не смотрит на цену изделия, он понимает, что ценность намного выше, чем просто купить дешевую какую-то вещь и пользоваться ей. Хотя в некоторых моментах можно купить и то, это не проблема. Но если у тебя стоит задача, чтобы у тебя дома находилась крымско-татарская настоящая посуда, которая будет и тебя обогащать, и народ обогащать, и весь мир обогащать, потому что мы будем возрождать. Чем богаче народ своей культуры, тем мир богаче. Вот представьте, мы заходим вот к разным нациям и получаем удовольствие от того, чем они отличаются от нас. Нам же приятно будет, чем мы будем ходить, там все рестораны одинаковые, все дома одинаковые, и все люди тоже одинаковые. И одежда у всех одинаковая. Это скучно. Вот Бог цветы создает, все разные деревья, и нам интересно, что это ирисы, это розы, они отличаются этим. У этих есть колючка, у этих нет. И я думаю, с культурой то же самое. И необходимо просто, чтобы все люди понимали это. Не просто, давай это дешевое там возьмем. Когда они приобретают работу мастеров, это становится даже своего рода определенным вложением. Изделия ежегодно они повышаются в цене каждый раз. И человек может в любой момент, если даже будет необходимость, даже продать это изделие. Вот. И я думаю, нужно вот этим путем идти, ценить свое, приобщать и уважать другое. Машалла. Эльдар, я хочу тебе задать вопрос, задав его предварительно, сказать, что человек творческий, когда он творит, у него есть различные варианты это творчество воплотить соотносительно этого времени. Не только то, что вот мы видим, то, что сделал Алиме Эльдар, вот
собственно говоря, на вот этих вот витражах, которые сзади на вот этих полках. Но и я думаю, что наша долгая дружба, она очень многие моменты нам помогла сделать совместно. И я хотела, чтобы ты рассказал о том, чего нет здесь, но над чем ты тоже работал. Во всяком случае, мы прям сотрудничали. Логотипы, то, что нужно сейчас. Практически каждому солидному предприятию или творческому коллективу ли, и то, что требует максимальной лаконичности, где отсекается, оставляя что-то очень важное и ценное. Это сложно. Вот сегодня в руки взяла и смотрю, тут тоже ты. Да? Поэтому расскажи о логотипах, о твоей работе с логотипами, еще со многим другим, чего здесь нет, но чего ты касался. Это мне сложновато будет сделать, но хотя бы поверхностно. Логотип — это действительно очень интересная тема. Ну, я отучился на дизайнера, я закончил дизайн промграфика. Вот, но когда меня не пригласили, а с института, значит, на практику отправили, я там посидел, я дня 3 выдержал, и я убежал просто оттуда. Там совершенно не творческая атмосфера. Нужно какие-то обводить там визитки, логотипы старые, которым уже очень много лет, которые уже не работают, не актуальны. Я не выдержал такой атмосферы, я убежал. И почему я ушел в керамику? Потому что там ты сделал изделие, показал человеку, или нравится, или нет. Здесь объяснить человеку, что логотип должен быть вот такой, это очень сложно. Они думают, что мы заплатили деньги, это должно быть очень сложным, а не простым. На самом деле суть логотипа в том, что он должен быть максимально простым, со смыслом и читабельным. Он должен быть при уменьшении хорошо читаться, при увеличении, он должен быть запоминающимся, и его можно там легко с чем-то ассоциировать. Вот логотипы, например, Хаве, если увидели, вот я Диляр разрабатывал, там сразу видно, что это круг, он, во-первых, похож на букву Q, это первая буква слова Хаве. И сверху видно 2 таких в виде зерна. То есть их компания, она сама обжаривает кофе и сама же его и продает. То есть там есть процесс обжарки. Там зеленое зерно и зерно, которое обжаренное. И посередине знак сулюк, знак воды. И тогда это запоминаешься, интересная вещь получается. Вот я и Рустем Ага говорю, что я помню, он говорит: Эльдар, нужен логотип. Говорит, я говорю, ну хорошо, давайте сделаем. Мы приезжаем к нему, он говорит, я бы хотел, чтобы там у меня, говорит, был до этого логотип, где человек сидит и набивает что-то на, как называется, Рустам Ага? На наковальне, чтобы что-то набивал. Это когда уже, я говорю, это уже целый сюжет, а не логотип. Я говорю, давайте все это сократим. Приехали к нему домой, я говорю, да сделаем 2 треугольника просто, и ручку сюда сделаем, Дервишеви напишем, и готово. Сделали мы это минуты за 3-4. Он говорит, все что ли? Я говорю, все. И сегодня этот логотип вот успешно работает, и Рустем Ага на каждом своем изделии его как клеймо. Видите, даже клеймо сделать нужна простая форма. И тогда ты просто легко его везде применяешь. Бахам тарафтан истидатлысыңыз, музыканен уграшасыңыз, бостанда чечеклер сачасыңыз, дизайнер, кереметчи, ресам. Сіздің жаныңыз sıkılмайдыр, евде, Алиме ханым? Тарафтан эглендіре, машалла, Эльдарға. Ну, это, я думаю, знаете, из-за того, что у меня нет желания перевести все на рельсы именно какие-то вот производственные, чтобы я просто там работал, никуда не выходил. А у меня, я люблю свободу просто во всех ее смыслах. Когда надо, мама тогда говорит, все, едем на 10 дней, я говорю, поехали. Я ни от кого не завишу, это очень здорово. С таким Нужно тылом, логотип. как Алиме ханым, конечно, ни от кого не завишу. Я завишу от всех. Она всегда во всем меня поддерживает. Если надо ехать, говорит, езжай. Вот, и благодаря этому есть возможность заниматься тем, что ты хочешь сделать, и сделать это качественно. Когда у тебя нет задачи там, может, я не прав, но я вот такой, и мне так больше нравится жить. Çünkü siz ijadi kurantасыңыз, Алиме ханым сізні аңлай, сіз де Алиме ханымны аңлайсыңыз, ve менде bu gerçekten de ideal bir kuranta. Машалла. У меня как раз вопрос по этому поводу.
Алиме Ханым, вы рассказывали, ну, по большому счету мы все поняли, что вы, вышив свой первый Куран Капу, вы, по сути дела, запрограммировали свое будущее семейное счастье. Я думаю, каждая молодая женщина, которая это услышала, она думает, и я так хочу. И с этим связан вопрос. Вот для того, чтобы научиться вышивать, нужен какой-то дар, природный талант, либо это может делать любая крымская татарка, учитывая, что в нашем генотипе наши бабушки, которые с 5-7 лет начинали уже вышивать. Каждая может взять и запрограммировать свое счастье с помощью вышивки. Лилия Ханум, я не думаю, что это программа. Мне кажется, это просто совпадение, потому что все от Аллаха, да. Не, я думаю, это программа, Это, потому что это ну, возможно, подсознание сидит. это, Подсознание наверное, сидит, это очень важно. мысли материализируются, скорее всего, вот. Бадым, Это, да, это смотрите, уже... чтобы женщина любая, вышить может любая женщина, у которой есть терпение и желание заниматься этим. Но запрограммировать она не сможет, пока она не поймет эти знаки. Эти знаки нужно понять, что они обозначают. Опять же, нужно обращаться к профессионалам. Им, когда ты говоришь, что я хочу свою семью, то мужчину... Вопрос не об этом. Вопрос о том, извините, об этом тоже, но главный вопрос. Каждая ли крымская татарка может научиться вышивать? Абсолютно каждая. Главное желание. Главное желание. Да. Потому что каждая может вышить технически. Да. Сейчас вот в магазинах продают эти кусочки ткани, там все обозначен, какой цвет, какой номер. И каждый человек сегодня массовое явление. Он как биоробот. Он сидит, вот точно делает все, и у него получается картина. И он в шоке. Натюрморт, пейзаж получается, понимаете? В принципе, так было и раньше. Каждая девочка готовила свое приданное. Но это не значит, что она могла так нарисовать, или ее мама могла так нарисовать. Для этого нужны были профессионалы. Так же, как музыку, допустим, песню люди могли как-то спеть, а сыграть музыканты, профессионалы этим занимались. Они это придумали. А руками эти же самые профессионалы обучали технологии этих девочек, и они обязаны были вышивать свое приданное. То есть надо разделять технологию и орнамент. Орнамент – это язык. Язык – это расшифрован. Вот все наши мастера, они владеют. Вот эти вот панно, они каждый элемент могут объяснить, что он обозначает, для чего он сделан. И этот язык уже в ЮНЕСКО занесен как часть нематериального культурного наследия человека. Именно как язык орнаментальный. Это уникальное явление. У нас уникальный язык. Сағыныс Мамутаға, да, бармы суаллер? Скажи, пожалуйста, вот смотри, вот мы говорили о том, что наши орнаменты, они имеют очень деликатные цвета с растительными красками, что дает им такую нежность. Потом приходит другой век, и с ним приходят другие химические краски. И мы тут точно сталкивались с марама, которые прям ярко химически вышиты. Такие люди, как вы, сохраняют, возвращаясь через век, вот эту деликатность. Как ты видишь приучить наших людей, молодых, часть которых броская на блеск, золото, что вообще не присуще нашей культуре, в общем целом, как их приучить и как вы сможете их вернуть снова вот в эту деликатность, ну, более глубокую? Есть ли какие-то, я не знаю, методы, я не знаю, донести вот это? Методы, конечно, Наверное, есть. больше Есть. выставок надо делать. Нет, надо обучаться. Обучаться На самим. сегодняшний день есть уже немалое количество вышивальщиц, и человек, в принципе, может понять, какой мастер нравится, обратиться к Это нему, дело и его вкуса. научат этому. Как Мамутага говорит, чтобы понять что-либо, необходимо научиться. Мы, когда в школу идем, мы не можем сразу писать и там, сочинения сами придумывать. Мы учим вначале буквы, потом словосочетания и так далее. Это то же самое. А какой-то прирожденный вкус, мне кажется. Прирожденный наверное, вкус я он думаю, есть, да. но тем не менее нужно, чтобы профессионал наставил, показал, объяснил. Нет, Ильдар, может быть, даже суть немножко в другом. Не как там, допустим, понятно, вкуса не может быть у всех, но когда вот эта ветка начинает криво расти,
Ну, какие-то есть методы ее выпрямить. Мы ж все ветки мы увидеть не можем просто. Чаще показывать просто публике, людям. Чаще делать выставки именно. Тот, кто хочет стать профессионалом, он находит профессионала и учится у него. Другого метода нету. Или сам будешь просто в своем же вариться, в своем же соку. Неизвестно, куда это тебя приведет. Может, ты супер талантливый, но я считаю, что необходим профессиональный учитель. В данном случае нам повезло. Да. Мамутага есть, Чурлу, Мустафаева, Зарема Ханум. Они очень здорово помогли и направили. Это очень важно. Эльвира Османова. Это очень важно, чтобы были профессиональные учителя. Я сіздің енді талебелеріңіз бар ма? Бірде-бір инсанларны огретесіңіз ма? Менде талебелер бек чок, но я провожу на данном этапе только мастер-классы. У меня, вот я, Диляра Ханум Сағылсын, она пригласила меня в свой ресторан, и в летние периоды я с большим удовольствием в эту красоту погружаюсь. Я помню, когда Эдем и Наиле пришли в ресторан, они говорят: ого, у тебя работа красивая. Дверь открыли. И это очень здорово. Туда родители с детьми приходят. Я сижу, я с каждым ребенком общаюсь, делюсь. С детьми работа — это просто, я не знаю, что может быть еще лучше. Вот. Там есть даже такие дети, которые приезжают на отдых, у них забирают с собой уже коллекцию готовых изделий. Мы, говорит, специально выделяем уже полки для детей. Есть те, которые покупают гончарные круги, приезжают ко мне домой после этого. Недавно в ноябре вот приехали домой, говорит, мы уже все изделия, говорит, выкрутили с вами, давайте уже перейдем на чайник. И мы там 3 или 4 часа делали с девочкой чайник. У кого есть желание, он понимает, что нужно учиться. А заниматься профессионально, для этого у меня до этого не было как бы пространства. Вот Диляра Ханум Сағылсын, она долго она первая, кто сказала: нужна тебе мастерская отдельная, давай начинай быстрее. Даже привозила наших архитекторов, Таринарта Сарнаева, Айдарага Егеева, Ильдарага, Руслана. Мы обсуждали, беседовали. Ильдарага сделал такой проект, там Ханский дворец даже кажется не дворцом. Я говорю, куда? Это было очень красиво, но мне достаточно одной комнаты. Вот. И в итоге я прорисовал сам в компьютере, принес потом Айдарага и попросил, я говорю, сделайте, пожалуйста, как нужно. Вы архитектор, вы в этом больше разбираетесь. Вот. Сағылсын Айдарага проработал какие-то моменты, детали, дал мне уже чертежи, и мы, исходя из этого, уже приступили к строительству. Я Алиме ханым, сізде бар ма талебелер? Менже бұл білгілерні сіз керчектен де бермек керексіңіз істегенлерге. Да, очень многие хотят обучаться, обращаются, но у меня пока нет возможности, так как в доме нет уголка для этого. Я вот надеюсь, иншаллах, мастерская закончится. Кстати, Алиме — это первая моя ученица по орнаменту. Я хотел направить в Мамутага. Мамутага говорит: я занят, у меня очень много учеников, теперь все будут проходить. Она на курсах была после этого. Да, это было после этого. Это было, когда мы уже поженились. А до этого у нас даже встречание, и Вазир Ага, он очень серьезный человек, он никуда нас не отпускал. Он говорит: вот здесь встречайтесь дома. Мы приходили, у нас встречания проходили в комнате. Встречания были, это изучение орнамента. Гончари. Мы рисовали там, в цветах это все делали. Вот так. Вот так свидания проходили. Да. С Алиме познакомились именно в первый раз в Бахчисарайской студии «Арслан». И в конце семинара Алиме при всей группе, она самая талантливая оказалась там, самая ответственная, да. При всей группе на листе ватмана маркером нарисовала придуманную в этот же момент самостоятельную законченную орнаментальную композицию. Вот примерно вот такого размера, которую вся группа встретила аплодисментами, потому что все изучали орнамент, но она настолько впитала в себя, что тут же могла это нарисовать. Она одна из талантливых ведущих вышивальщиц, владеющая всеми техниками крымстарской вышивки. Создает шедевры вышивки в технике татары-шлеме. Она также вот на последних занятиях, она там на пленерах присоединялась к нам, занятиях по композиции, у нее графический и живописный талант тоже. Ну, просто у нее сейчас семья, и когда, я думаю, она освободится немножко, она будет проявлять себя в полной мере.
Вот. Но на занятиях она проявила себя очень ответственным человеком, очень вдумчивым, очень аккуратным. То есть у нее огромный такой потенциал. Вот. И вот я перехожу к Эльдару. Я хочу сказать, что он должен не только по керамике мастер-классы создавать, а мастер-классы для молодежи, как выбрать себе хорошую жену. Правильно. Вот в нашей команде, где все участники являются драгоценными камнями, Эльдар Алими — это 2 бриллианта. Вот здесь Gerçekten de. видим. Все знают его как талантливого мастера-керамиста, ученика замечательных мастеров Абдюлиса Итаметова и Рустема Скибина. Однако он имеет дизайнерское образование, которое проявляется в разработке фирменных логотипов. Все плакаты почти для наших выставок он делает. И делал проекты интерьеров даже. То есть вот эту сторону его мало кто знает. Сегодня, да, участник многочисленных выставок проекта «Крымский стиль», постоянный участник, участник семинаров, курсов по обучению крымско-татарского орнамента, постоянный. На пленэрах проявился талант живописца. Вот здесь при входе его картина. Вы можете посмотреть, это уже такая законченная живопись, которую он выработал свои технические приемы, свои цветовые приемы тоже. Да. Он всегда в позитивном настроении, креативный, энергичный, трудолюбивый. Построил себе огромную мастерскую, проводит постоянно мастер-классы. И, как вы обратили внимание, у него еще есть талант искусствоведа, потому что он очень четко формулирует все вопросы, все мысли свои. Да. Из всех наших, из нашей команды он самый такой, как бы в этом плане продвинутый, потому что это большая проблема. Одно дело создавать произведения, а другое дело рассказывать о них, и рассказывать о тех связях социальных, о тех событиях. Вот у него это есть такой талант. То есть это человек всесторонний талант. И они с Алиме прекрасные родители, воспитывают 2 замечательных детей, живут в мире и согласии со своими пожилыми родителями тоже. Это вот полноценные семьи. То есть это вот нечто, не просто вот мастер, который талантливый, а очень органичная такая как бы структура вообще, и семейная, жизненная, творческая. И я хочу поздравить от всей нашей команды, значит, Эльдара и Алиме вот с этим событием. Девочки, я прошу вас, девочки, да, преподнесите. Алимешки цветы. Çok sağ olun, очень приятно. Mikrofonu alınız lütfen Yara Hanım. От всей нашей команды, поздравляю наших молодоженов. Любимых. Да, молодоженов, да. Вот. Вы такие креативные, зажигательные, вы нас вводите определенную такую нотку драйва во все наши встречи, вдохновляете и являетесь образцом того, как надо развиваться, жить и заряжать. И ваши, думаю, семейные вот традиции, я думаю, они тоже источник вашей энергии, вашего развития. Пусть, вот, глядя на вас, наши молодые семьи как бы тоже развиваются в этом направлении. Я растерялась немножко. Çok sağ olun. Благодарю вас за все. Мамутаджан, с вашего позволения, можно вас обнять? Вы мой самый любимый и ценный учитель. Мы, оказывается, с вами уже с 2006 года вместе. Как клещ вцепляется молодой человек, просто вот вцепился. Дальше я про маршрутку не помню, но он пока своего не добился, он от меня не отпал. Да.
Машалла, Да. машалла. Сау. Это говорит о его целеустремленности, о его энергии, о его как бы силе внутренней. И человек, хорошо знающий свою цель. Цель и призвание. Всё, Чок еще сау. раз Сау, поздравляю. Чок сау. Такое Караденис Продакшн, его руководителям, организаторам за то, что вот проводятся такие замечательные мероприятия. Все, саголос, саголос. Sağ olun Mahmut Чок ağa. сау. Айдар ağa buyurunuz. Айдарагам. Салям алейкум. Ну, к вашей семье я с большим уважением, теплом отношусь. Вот. Не первый год знаю тебя студентом, твое становление. Вот. Но у нас много общего. Вот. Мы с одного чана берем глину. Вот. Просто в скульптуре мы ищем материалы, там бронза, камень, а ты увековечиваешь уже изделия, и они могут тысячелетиями храниться. Вот. Ну, я хотел много теплых слов сказать, потому что я всегда удивляюсь и поражаюсь. Действительно, это пример молодым. Вы сами молодые, но пример молодым, как строить надо семью. Потому что это очень здорово, и для нас это нормально. Знаете, вот мы, когда еще молодые годы начинали вот творческую жизнь, участвовать на выставках, мы часто обращались, бронза была недоступна для нас, и мы обращались к керамистам, там брали у них глину, шамот, обжигали и выставляли на выставках. Это был более-менее долговечный материал. Поэтому вообще я всегда поражался, что керамика, да, от нее, если кто-то приходит в нее, от нее никто не уходит. Вот. Потому что вот тот же Пикассо занимался очень много. Потому что этот вид искусства, он настолько раскрепощает человека, художника. То есть там можно экспериментировать, бесконечно искать. То есть этот вид искусства, я не знаю, самый такой мобильный, где можно ломать, строить, опять это. Вот. Но я бы еще о другом хотел сказать, Эльдар. Вот благодаря вашему творчеству, вашим именам, вы Тепловку сделали теплее, Крым узнаваемым, мир, наверное, добрее стал, человечнее. Поэтому я хотел вот такой скромный подарок. Это вот семья. Вот. Это супер. Я поздравляю тебя. Поздравляю. Чок сау, Сайдарагам. Очень Айдар приятно. Алиев, saygılı dostlar. Çok Это sağ olun достойное Айдар ağa. место займет в нашем музее, Айдарагам. Чок сау. Так будете ложить? Это страшно. Вот я вот здесь, если можно, куда-нибудь. Evet, Rüstem ağa Derviş. Rüstem ağa, siz haqda da bugün pek çok sözler aytdı Eldar ağa, buyurunuz. Селям алейкум. По мне, когда любой момент, когда Эльдар звонит, я сразу настроение поднимается, потому что я его слышу: «Дорогой вы мой человек». И у него один недостаток есть. К нему, когда домой приходишь, он вот так по стенам смотрит, на полке, и обязательно что-нибудь дарит. И всегда неудобно. И, короче, у меня есть повод отомстить. Я пытался ему мастерскую, ему джезбе подарить, продолжая тему Айдар ага, Айле. Такой джезбе у нас есть. Ты... Конечно, это не я вышивал. О, как он классно упакован. Да, да. Я никак не могу дойти до упаковки своих изделий. Я их просто У тебя упаковки уже не даже хватит, не да? заворачиваю, просто отдаю. Nasıldır Вот diye, это красота. maşallah. Айле, Чок сау, это просто супер.
Самое главное мое желание, чтобы ты на полку его не поставил, а каждый день он работал. Да, Дервиш логотип и- работает, Сагул, Это да? ваш логотип, да? Да, на Который- каждом ага. изделии. Чок сагул, это супер. Вот с него я и буду кофе пить. Да, Сагул. Хотя не знаю, не обещаю. Я буду проверять. Он музейный. Чок сагул. Рустем ага, Дервиш, saygılı dostlar. Çok sağ olun Rüstem ağa. Daha Я sualler даже var не знаю, mı? куда положить, чтобы он не упал. Dilara Hanım buyurunuz. Dilara Hanım У da меня bak такой скромный пакет после всех таких. Я просто, имея возможность, хотела несколько слов сказать об этой семье. Они уникальные. Их самая главная уникальность, их самая главная уникальность – это их настоящность и их искренность. Вот именно из таких семей, если будет состоять наш народ, у него будет большое будущее. Потому что, вот как Мамут ага отметил, эта семья в нескольких поколениях живет вместе. Это тоже труд, огромный труд жить вместе и гармонично цветы растить. И я уже не помню, сколько лет мы с тобой, Ильдар, знакомы. Очень давно. Очень давно. И тоже началось с того, что ты нашел мой телефон, позвонил и сказал: Диляра Ханум, меня зовут Ильдар, я хочу вас пригласить на свою выставку. И на протяжении этих лет прям, спектр того, в чем мы сотрудничали, он огромный оказался. Это и твои работы, которые, сначала, когда мы что-то начинали делать, мы не понимали, что такое, мы просто делали. А потом, когда уже пришло осознание, мы начали более детально подходить к тому, чем наполняется, с каким содержанием наполняется то, что мы делаем. Это были и панно, разработанные тобой на стенах, они до сих пор, и они потом вышиты Тамарой Ключкиной и в нашем отеле. Это и твои изделия, это и логотипы, и даже то, что потом, каким-то образом, вот буквально наш последний, нет, предпоследний, наверное, наши такие взаимоотношения, это когда я столкнулась с тем, и вы с этим, наверное, согласитесь, что у нас есть огромное еще пятно белое. Это пятно, какое-то выражение наших ритуальных вещей, да, и когда мне захотелось маме и папе сделать надгробие, и мы начали вместе с Ильдаром изучать, как это делалось когда-то. Это был огромный спектр, как это делалось когда-то и почему мы утратили это. И наряду с Айдар ага мы воплотили вот это. И тут Ильдар еще свою грань открыл, да, в изучении вот этих вот вещей, которые очень нам важны. Очень нам важно сейчас это всем показать, что и вот так можно делать, да, мы же с этим сталкиваемся постоянно. И наше совершенно последнее творчество, это, наверное, такое игрушечное творчество, вы его увидите, Хасмет эт-Син, иншаллах, где все бытовые предметы выполнены почти в 4 раза меньше оригинала, и Алиме своими ручками, я даже не знаю, какие нужно было иголки, чтобы вышить вот эти FGR вот такими крошечными. И Ильдар, и когда мы показывали своим друзьям, они говорят, это маленькими пальчиками надо было такие кувшинчики сделать. Это прям огромное вам спасибо, мои молодые друзья. Я рада, что вы у меня в друзьях есть, и что вы есть у нас у крымских татар. Чок сагул. Очень взаимно. Чок сагул. Çok sağ olunuz Dilara Hanım. Aslında bugün bu salonda gerçekten de halkımızın medeniyetinin inkişafına hisselerini her taraftan her bir insan mında öz hisselerini koşa, öz sahasında mına Dilara Hanım da bu sahada büyük işlerini yapa. Aslında her bir işte bence kalple yanaşmak. Kalple bir şeyge yanaşsan her şey güzel olur. Sualler var galiba. Yok? Я хотел отметить, вот когда мы с Мамут ага встретились, он говорит, будем разрабатывать интерьер в крымско-татарском стиле. Я говорю, Мамут ага, я не интерьерщик, я промграфик. Ничего, говорит, будешь интерьерщиком. И мы начали работать, а у меня просто зайти к Мамут ага домой, это уже было огромное счастье и достижение. Вот, и с этим интерьером я сделал несколько выставок, даже во Львов с ним ездил. Просто плашка такая, я говорю, Мамут ага, извините, мне очень неудобно с этой плашечкой ездить, в будущем я этот пробел заполню. Вот. Когда в 2000, я не помню, шестой, по-моему, год был или 7, не помню точно, по-моему, 6,
я попал на выставку, не попал, а был участником выставки в этнографическом музее в Крыму, «Крымский стиль». И я вот тогда впервые увидел изделия вообще крымско-татарских мастеров. И я думаю, почему никто не задает вопрос, почему ты не занимаешься цветной керамикой, а почему начал гончарить. Меня очень и цвет зацепил, как бы, это очень интересно, очень здорово, но учитывая то, может быть, у меня внутри не было знаний о цвете никаких, я не знаю сейчас причин. Мне очень понравились изделия Абдюля Сейтаметова. Это мой учитель, один из, не знаю, из тех, с кем я очень много времени проводил и в Бахчисарае. И я ко всем учителям своим ездил с ночевкой. Для меня это было вообще супер. Когда ты остаешься дома у человека, ты находишь его свободное время. Днем не бывает много свободного времени. А ночью ты понимаешь, что есть с чем поговорить, о чем поговорить, с чем поделиться, поучиться. Я даже на несколько дней ездил. И мне очень понравилось, насколько он тонко выкручивает изделия. Это, это фантастические изделия. Они настолько крутые были на тот момент для меня. Я думаю, как это так можно вручную сгончарить? Настолько отделка была там, высший пилотаж. И это не только для меня, это многие люди, которые видят, они понимают, что это высший пилотаж в керамике. Вот, я думаю, мне бы так научиться гончарить вручную и так отделывать. И вот это, наверное, Абдюляджа Сагулсын, он многому меня научил. И первое, он научил меня чувствовать. Я помню, тогда по орнаменту я ему говорю, как, говорю, орнамент так рисовать? Он говорит, чувствую просто. Я говорю, как чувствовать? И тогда он мне показал орнамент старинный. Попробуй, говорит, нарисовать его. Я начал его рисовать. Я вижу только отдельные элементы орнамента. Я не понимал, как они должны в сборе выглядеть. Я нарисовал, он говорит, сравни теперь. Чувствуешь, вот как здесь он работает и как здесь работает? Я говорю, да, понятно. Вот сделай так же, чтобы он работал вот как здесь. И вот это очень мне помогло прочувствовать. Я даже тогда, помню, сделал целую кучу орнаментов нарисованных, уже в круг даже я их закомпоновал и привез Мамутаджа. Я говорю, Мамутага, посмотрите, пожалуйста, я говорю, вот мои работы. Он посмотрел, начал, просто пролистал. Я говорю, скажите, что, говорит, сказать, здесь все хорошо, все закомпоновано, как положено. Вот я тогда понял, как компоновать эти орнаменты, их чувствовать. Тогда о языке крымско-татарского орнамента я так много не знал, это уже Мамутаджа меня более глубоко. Он каждый год проводит такие семинары, симпозиумы, на которых все глубже, еще больше, что-то сам находит, еще дополнительную какую-то информацию. И со всем этим абсолютно безвозмездно делится со своими учениками. Это, такой человек, как Мамутага, это, я не знаю, это подарок для нашего народа просто в целом. Я не знаю, какая была бы культура у нас прикладного искусства, если бы не было Мамутаджа. Чок сагу нас, Мамутага. А есть еще какая-то сфера, которую хотели бы освоить, Эльдарбей? Я смотрю, вы с любым заданием прекрасно справляетесь. Я вот сейчас посещаю в Центре народных художественных промыслов уроки, и Сметуджа ведет уроки по филиграни. Мне было просто интересно, как я себя буду чувствовать. Вот когда я учился в Бахчисарае, у нас там через стенку заработали филиграни Айдер Агасанов со своими учениками. И мне даже как-то было неудобно просто подойти, отвлечь их от вот этого процесса, когда они сидят и там что-то там гнут. Я не понимал, думаю, керамика же прикольная. Раз поднял ее с куска, ее чувствуешь подруг. И мне было интересно, как это будет происходить. Я сел, там, по-моему, часа 2, наверное, всего курсы эти идут в день, там 8-дневные, по-моему. Я не вставал до 6 вечера. И потом Татьяна здесь находится, она руководитель этих промыслов. Она говорит, Эльдар, уже время, пора уходить. Я настолько вовлекся, нам надо было сделать всего лишь одно изделие. Я за эти курсы сделал 4 таких изделия. И вот сейчас опять эти курсы продолжаются, я решил походить. Я не знаю, был даже период такой, мне было настолько интересно, чтобы чуть-чуть глубже копнуть. Но потом, видать, в глине я конкретно погряз. Она не отпускает, но идет борьба. Не знаю, к чему приведет, но интересна вот и эта тема.
Мына бүгін біз пек чоқ айттық, насылсыз гүзел ве біз үшін немуневи құранта. Ләкин бір құрантада мына қашалар ола споры. И когда вы спорите, чаще всего по какому вопросу? Я по молчу, какому думаю, поводу? всегда. Я разговаривать начинаю только вот на курсах, когда мама говорит, поехали. И там все говорят, ты дома тоже столько разговариваешь? Я говорю, я дома вообще молчу. Меня все просят, чуть-чуть поговори, сядь, посиди немножко. Дома некогда, постоянно работа какая-то. За это мы вообще не спорим. Некогда Машаллах. спорить. Секрет, значит, да? Благополучной семейной жизни. Машалла, ойледі девам етсін. Ве мына сызанда... Зарема ханым. Зарема ханым, эбет, бұйырыңыз. Зарема ханым Мустафаева, Алиме ханымның ожасы, Мен бірінші ожам. Ой, неден башламағанын білмеймін. Çok sağ olunuz. Bizni мында çağırganınız için. Pek sevinemiz Alime. Bugün sen o kadar güzel, meraklı yerde senin günün. Bir adamçığını sen yaptın bizden Arslan merkezinde. Ona da pek sevinemiz. Hepimiz senin için kol tutamız. Bütün bizim komandamız bugün bek yaxşı bile, что sen de bile güzel mirasim. Herkes seni hayırlay. Mına biz geldik. Onların adından seni hayırlamağa. Alime арқалық бізге de pek çok yardım etti İldarчик. İldarчик всегда поддерживает наш Арслан. Bütün bizim mirasimlerimizi o nete, көтерді. İştirak etti. İştirak etti bizim bütün merasimlerde. Çok sağ olun sana İldarчик. Siz de çok sağ olun. Siz pek güzel, pek dülber. Kurandasız bugün pek çok laf işittik sizin için. Biz de hoşluğumuz. Bütün yapkan işlerinizi artık gür olsun. Allah bütün sizge Allah yardımcı etsin. Bütün sizin yapkan işlerinizge. Evet, sizin seviyemiz. Sağ olun. Biz de sizi Çok sağ olun. Это тебе. Çok sağ olun. Sağ olunuz. Sağ olun. Сау. Мен енді орысша айтайын. Вы такая красивая. Да, а вы какая красивая пара. Вот я хочу сразу начать с ответа, да, вот как Лилия Ханом задала вопрос. Каждый ли человек может научиться вышивать там, да? Вот я отвечаю вот на ваш вопрос. Я в 67 лет впервые переступила порог вот Арслана. И была настолько поражена красотой, я тогда действительно поняла, а время было такое сложное в нашей жизни, и что именно красота спасет мир, да, говорят. И вот красота, она настолько вдохновляет каждого человека. Не только те изделия прекрасные, которые вы создаете, но и человеческая красота, которая свойственна вам. Она просто потрясающая. Буквально 2 года, только как мы вот познакомились с Эльдаром и с Алиме в Евпатории, да, я первый, кого вот видела, все очень талантливые, про маму Тоджа вообще не говорю, это все знают, да, но улыбка Эльдара меня вот настолько вот восхитила, думаю, столько в человеке позитива, обычно вот много желчи бывает, зависти как-то, да, вот свойственно творческим людям, а это вот такое бескорыстие абсолютно во всем, да, и Алиме рядом с ним такая скромная, но такая талантливая, это просто вызывает изумление, и я желаю вам долгих-долгих творческих лет, чтобы вы были действительно образцом семьи, образцом творчества, да, вот именно для нашего народа. И мы все прекрасно понимаем, да, что мы действительно, продвигая вот такие талантливые люди, как вы, продвигают наше искусство вперед, да, они вдохновляют и молодежь, и пожилых людей. И желаю я вам огромного семейного счастья, здоровья, чтобы у вас всегда
в доме был достаток, и, естественно, чтобы ваше искусство, оно еще и приносило вам материальный достаток. То есть то, что действительно очень важно, и это очень затратно, то, что вы делаете, чтобы у вас всегда еще и были средства. В общем, я вас всех очень люблю. Эльдар аға, мына сіз Левхада айттыңыз ки, мен ең esасы бірде бір şeyini yapsam, yürekнен yapam. У меня нет цели ставить это все на поток. Yani бизнес, öyle şeyler yok sizde, yapmayısınız. Ve biz anlayımız ki her bir işini elмен yapmak, o pek vakit talep ете, энергия talep ете. Aslında bir eşyanı yapmak için sizge ne kadar vakit geliyor? Ve bugünkü günde mına hakiki bu ustalıkны, kıymetini bilgen insanlar, Kırım Tatarlar çoklaşa mı? Yani айтмайлар mı bana, это дорого. Yani çok insanlar bileler ki pahalı şey bu gerçekten de uzak vakitini talep etken şeydir. Yok, pahalı bir kimse айтмайды. Хотя, наверное, у меня самая дорогая керамика. Да? Я не бизнесмен. Тот вопрос, который вы изначально задали, сколько это забирает времени, я на него никогда не отвечаю. Это немножко, на мой взгляд, некорректный вопрос. Чтобы научиться, нужно много времени. Мне сделать 2 минуты, а тот, кто соберется сделать подобное, ему надо будет пройти эти все годы обучения. За это сказать, что ты сделал это за 2 минуты, а продаешь за такую цену. Просто я сам знаю, сколько это моего усилия ушло на создание определенного там кувшина. Можно сделать 1 кувшин похожий. Вот почему мне помогло вот эта внутренняя моя жилка художника-портретиста, она мне помогает делать копии традиционных орнаментов и форм. Когда ты видишь, например, если ты нарисовал человека, и у него глаз немножечко не туда наклонен, это уже не тот человек. И так относительно всего. Нос чуть другой, губы. С кувшином то же самое. Если ты чуть-чуть сделал выше ему горлышко или венчик поднял чуть выше, это уже не тот характер. И мастерство именно с одного куска глины взять и понять, сколько тебе будет необходимо глины, чтобы сделать тулово, шею и венчик этот, это очень важно. Тогда это изделие похоже на то изделие, которое ты делаешь. И моя задача сделать как можно больше именно наших традиционных. Вот если на сегодняшний день взять керамистов, которые занимаются именно копиями традиционных форм, я не знаю, чтобы делали так же, как я, большими коллекциями. И что мне нравится, что люди, сегодня есть такие люди, которые приобретают коллекции изделий. Мне в основном заказывают коллекциями. И вот один из них, это вот Марлен ага, он ушел, да? Это коллекция, и это очень дорогая для меня, в первую очередь, вещь, потому что там есть наши все формы, это наше богатство. И вот здорово, что люди это же понимают, и они приобретают сразу эту коллекцию. Вот первый мне, кто заказал, это Рустем ага Дервиш. Он говорит, сделай мне керамику именно, чтобы она была под старинку, вот, чтобы идентична была той, которая была у нас. И я ему сделал, я говорю, Рустем ага, здесь 2 или 3 ряда получилось. Он говорит, о, отлично, говорит, беру всю. И вот с его легкой руки люди начали понимать, что это здорово, это красиво, и это является нашим богатством. И приобретают, делают специально уже, когда на этапе проектирования интерьера уже учитывают то, что у них будет полка какая-то, на которых будет располагаться керамика, вышивка. И это здорово. У нас сейчас есть супер архитекторы очень высокого уровня, как Айдар ага Егияев, Ренат ага Сарнаев, Эльдар ага, Руслан. Они сейчас делают современные интерьеры с учетом всех вот этих этнических составляющих. И это очень здорово, что люди понимают, что нужно обращаться к профессионалам, и тогда у них все будет профессионально выполнено от и до. Мына Рустем ага айтты ки, сіз әр вақыт келгенде мұсафирлікке бір şey бағышлайсыңыз. Білем ки, бүгін де сіз бақшышнен келдіңіз, Рустем ага. Эльдар ага да бүгін бақшышларнен келді, вешімді бұл бақшышларны кетіргенлеріні істередім. Анлағаныма көре бұл Краймен татарсы үшін бақшышлар олacak. Егер мүмкін олса,
кетирежек эдилер аслында бул сауытларны. Рушен Бей. Ага, şimdi bekleyimiz. Ага. Лиза все время говорит. А у нас, он для музея нашего делал коллекцию эту уникальную. А у нас Алимешкины вот эти одни из первых для Да, меня самые FGR-ов, первые. которые я увидел, ну, наряду с Эльвирой Осман. Альмешкины вещи у нас висят, уникальные FGR-ы. И вот я видел здесь на экране Они тоже, тяжелые, поэтому давайте. про Альмешку все время он забывает. Все Только время со своей глиной. пояс. А она всегда рядом со мной. Я из этого всегда ее ощущаю внутри себя. Олар пек ağırdır, Эльдар аға. Да, я сегодня проснулся в 4, Белки қояйық в 4 масаға? часа. Нет, я буду держать мое. Бурхан. Пока мое подержу. В 4 утра проснулся, у меня сломался гончарный круг, его не было здесь 20 дней. Я хотел немножко другую коллекцию, но сделал ту коллекцию, которую сделал. Я очень люблю все, что вы делаете. Выражаю огромную благодарность Караймен Татарс Клаб за организацию таких классных мероприятий. Желаю творческих успехов, развития. И я решил сделать для моей любимой передачи, которую начинал Рустем Ага Дервиш, Кырым Татар Емеклері. Это одна из любимых моих передач. Я сделал вот такую коллекцию. Здесь, учитывая то, что сейчас 23-й год, 2000 я убираю, сделал 23 изделия, чтобы можно было пользоваться во всех ваших проектах. Вот так. Вот теперь можно их забрать. Аккуратно скользят. Это действительно очень дорогой подарок. Просто. Мы вам можем в ответ только сердце свое подарить. Руки не умеют так работать. Сегодня, когда мы вот сидели, любовались с вами, даже не смотрели, любовались с вами, я вспомнила ту фразу, которую Алиме Ханум сказала в сюжете, что я рада, что я хотя бы какая-то маленькая частица возрождения культуры своего народа. Вы не маленькая частица, а ваша семья – это просто глыба какая-то на пути возрождения. Глыба не которая на пути стоит, а которая вот именно возрождение крымско-татарской культуры, традиционных нашей культуры. И вклад этот, он настолько огромен. Как правило, художника оценивают уже после смерти, да? Но ваш вклад настолько огромен, что вы вот уже просто кричит этот вклад. Посмотрите, что мы сделали. Посмотрите, что мы делаем. Конечно, Мамутага, огромное спасибо за то, что он подготовил такую смену, за то, что мы не просто начали идти по этому пути, а уже просто какой-то широкой колеей идем благодаря вам. И, конечно, спасибо вам за тот образец крымско-татарской семьи, который был у наших предков, и которые вы сделали таким современным и красивым сегодня. Салам. Çok Sağ olun. Сау у нас, наша любимая Алиме Ханум, Эльдар Ага, за вашу поддержку наших различных проектов. Я хочу сказать, что ежегодно, когда мы проводили Джен-Лысес, то вот все красивые орнаменты, которые видели на огромных видеостенах, графика, это все тоже делал нам Эльдар Ага. С Русланом. С Русланом, да, ну, конечно. Дальше рестайлинг нашего логотипа Караймен Татарс. Мы тоже в один момент поняли, что он немножко морально устарел, и к кому мы обратились, тоже был Эльдар Ага. Еще я хотела бы напомнить такую вещь. Вот все сегодня говорили об эталоне крымско-татарской семьи. Это правда. Даже вот поверьте, это не без преувеличения. И в 2014 году, когда мы снимали такой очень, ну, вы помните это время, и мы снимали фильм «Кто такие крымские татары?». Сценарием занимался Олег Сагайворонский. И у нас сюжет фильма показать о том, кто такие крымские татары, ну, не просто в какой-то исторической ретроспективе, а показать семью. И вот именно вот такую семью мы увидели только в вас, в вашей семье. Настоящую, патриотичную семью, в которой придешь в дом, даже смотря в ваши глаза, видишь огромную гармонию и любовь.
И любовь к друг другу, любовь к детям, любовь к старшим и любовь к своей родине. Сағолыңыз, вы для нас это действительно пример во всем. Оставайтесь всегда такими же, вам дальнейших творческих успехов, такой же счастливой, интересной жизни. Чок-чок сағолыңыз. Можно один момент? Смотрите, вам всегда дарят подарки, то, что принесли. А я хочу сделать еще один подарок на выбор. Вот смотрите, а эта работа моя, это работа Алимешки, и вот это тоже моя. Вот я хочу, чтобы вы выбрали одну работу на выбор. Эльдар Любую. Роман, тоже прям... Так, Лилия Ханум выбирает. Алимер, все. Поздравляем, Очень Алимер. вас любим, очень любим. Очень приятно. Çok sağ olunuz. Karadeniz Production stüdyasının general müdürü Elzara İslamova ve müdür muavini Lila Budjurova edi. Çok sağ olunuz bugün kelgeniz için, bu konuşup razı olganınız için. Umut etem ki da çoktan çok işlerinizden bizim halkımızı kuvandırırsınız. Bizim medeniyetimizdin inkişafına da çoktan çok hisselerinizni koşarsınız. İcadi sönmez ilham, Kur'an'tanızga ise aynı bu muhabbetlik devam etsin. Çok sağ olunuz. Çok sağ olun. Çok sağ olsun. Sağ olunuz. Hürmetli misafirler, sizler de kelgeniz için çok sağ olunuz. İyiliklerde görüşkence. Sağ olun.